Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Как вы понимаете, сегодня будет у нас очень вкусный выпуск, потому что мы проведем его вместе с семьей кондитеров. Это Алексей и Любовь Артемьевы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сегодня мы будем готовить торт. Правильно понимаю? Да, все верно. Мы будем с вами готовить торт, будем готовить красный бархат 1 килограмм и будем украшать его, ну, не знаю, посмотрим в конце, либо ягодами, либо еще чем-нибудь. Ну, вообще, наверное, в самом начале давайте мы поближе познакомимся. Вот с чего началось ваши шаги в кулинарии, да? В кондитерском деле. В 2015 году, когда у нас родился первый ребенок, моя жена, супруга сидела в декрете, и чтобы как-то мне помочь именно в финансовом плане, потому что у меня зарплата была не такая большая, на тот момент это было 45 тысяч рублей, из них 30 тысяч это ипотека, остается 15 тысяч на жизнь с маленьким ребенком. Ну, то есть я работал дополнительно, что-то где-то подрабатывал, ну и жена решила, чтобы просто дома не сидеть, ну, как-то помочь, она начала готовить торты. Вот, получается. Ну и все это за 10 лет превратилось в такую... Даже не за 10, а за 5 лет мы превратили это в большой... Кондитерский бизнес. В кондитерский бизнес, где у нас был большой цех, там почти на 200 квадратов было огромное количество сотрудников. Ну и потом, по итогу, мы перешли на обучение людей. Этому ремеслу. То есть мы делимся своими знаниями, накопленными уже более чем за 10 лет, и радуем людей. Ну, чтобы побольше было сладости в жизни. То есть мы удачно попали, друзья, потому что здесь именно, я правильно понимаю, что вот за этим столом собираются люди и учатся основам кулинарии. Все верно. За этим столом у нас обучилось уже более 1000 человек готовить торты, и большинство из них на этом зарабатывают. Кто-то зарабатывает как дополнительный источник дохода, а кто-то уже перешел вообще как основной источник заработка. Ну и есть, конечно, соответственно, люди, которые просто радуют своих родных по праздникам, ну, экономят свой бюджет. Экономят свой бюджет и радуют своих, там, допустим, внуков, своих детей, родственников, друзей и тому подобное. То есть этот стол, он такой, дарит радость людям. С большой историей уже. Да. Любовь, скажите, а если бы, допустим, когда вы начинали 10 лет назад, да, получается, свой путь, вот как вы обучались первым шагам? Да, первым шагам я обучалась самостоятельно, укладывала ребенка и ночами экспериментировала. Была выкинута куча продуктов, куча экспериментов. Я не спала ночами, потому что в тот момент вот таких курсов, мастер-классов почти не было. И мне вот приходилось самой обучаться. Все на своем опыте. Все рецепты, которые у нас есть, все они вот подобраны именно опытом. Здорово. Ну, я думаю, интересно также узнать, какая ваша профессия то есть, что вы заканчивали? Мы вообще оба учились в электроэнергетике в городе Красноярск. Моя супруга электроэнергетик, я тоже самый электроэнергетик. Работали мы в одной из крупнейших энергетических компаний нашей республики. Точнее, мы обучились 5 лет в другом городе, и по 4 года мы отработали, супруга 5 лет отработала в электроэнергетике. Якутскэнерго работали инженерами. Были инженерами, да. Такой путь, да? Работали в одной службе техприсоединения, то есть мы подключали, то есть договаривались, точнее подписывали договора, чтобы на подключение новых микрорайонов, допустим, там многодетные и тому подобное. Вот, а потом мы, резко сменили наш курс. Предпринимателями. Здорово, вот такая вот семья Артемьевых. Ну и сейчас мы уже приступим непосредственно к практике. И я так понимаю, что вы немножко разделили, да, обязанности? Да, потому что нам здесь немножечко, наверное, будет тесно втроем. Поэтому первоначальный, именно этап, это приготовление коржей будет уже со мной, а непосредственно украшение, пропитка, работа с кремом будет с моей супругой. Отлично. Ну, давайте начнем. Испытано на себе. Так, чтобы мы сейчас будем делать красный бархат. Красный бархат — это у нас один из самых таких популярных, самых востребованных видов начинки. Сделаем его обычненько по практически индивидуальному рецепту моей супруги, который она придумала вот 10 лет назад, путем различных опытов. С чего мы начинаем? Сначала мы берем сметану. Это обычная любая сметана, с магазинская, то есть это не сливки. Как у нас обычно бывает, спрашивают, что деревенские сливки подойдут или не подойдут. Сливки — это
не сметана. Сметана должна быть с закваской, то есть она немножечко кислая, для того, чтобы наш бисквит, он немножечко, точнее, немножечко, а поднялся. Что мы делаем для начала? Мы добавляем соду. Так, я так понимаю, что я буду руками Да. Алексея. Да. Так, весы. Ну, используем весы. Всегда в любой готовке именно тортов, для того, чтобы у нас обязательно получилось, мы используем весы. На глаз, там, на ложечку, на там, кружечку, на мерки всякие мы не надеемся, мы используем всегда весы. Мы будем тогда уверены, то, что у нас в любом случае наш продукт, Всё сделано правильно. наш торт получится точно. Тогда нужно отметить, что вот здесь у нас есть это как технологическая карта, да? Рецепты, грубо да, говоря. у нас есть рецепт. Сметана здесь 285 грамм. Верно, Правильно? верно, совершенно верно. Так. Далее мы добавляем сюда соду. Сода у нас идет 3 грамма. Так как весы у нас не профессиональные, надо будет чуть больше, больше взять. Побольше. И его взять и махом сразу кинуть. Чуть меньше. Чуть меньше. Потому что у нас весы могут, они немножко запаздывать. Ага. Просто возьмите. Так, вот так нормально, да? Там плюс-минус 1 грамм, ничего страшного. 4 грамма. Далее мы берем и размешиваем для того, чтобы у нас пошла реакция. То есть наша сметанка, она будет более жиденькая. Как и она лучше? будет- Так, так. Ну, без разницы, как удобно. Его размешиваем там в течение, наверное, минутки. У нас получается с этой густой массы она будет более жиденькой и уже будет выделяться кислород. Она будет с пузырьками, то есть вы почувствуете прям консистенцию. Консистенцию. Да. То есть, смотрите, она, видите, уже более такая жиденькая стала. И начинают выделяться наши пузырьки. То есть у нас идет реакция, у нас начинается уже разбухать. Размешали, и его можно уже отложить в стороночку, пускай она у нас доходит. Да. Далее мы берем сосуд. У нас это от планетарного миксера, чаша планетарного миксера, где мы будем делать уже непосредственно само основание. Можно брать на самом деле любой сосуд. Если у вас, допустим, нет вот такого планетарного миксера, можно делать ручным миксером. Но так как у нас мы более-менее занимаемся, у нас есть планетарный миксер, он у нас освобождает большое количество времени и рук. Сюда мы разбиваем 3 яйца. 3 яйца. Яйца мы используем местные, потому что местные, они будут, гарантия того, что это свежие яйца для... Так, это обратно, да? Нет, да. Гарантия свежести. То есть привозные мы не используем, просто неизвестно, сколько оно там ехало, допустим, как оно хранилось, непонятно. Так. В эту же чашу мы салфеточку возьму. Я, кстати, сейчас вспомнил мем такой, когда мужчина готовит на кухне, и после каждого движения он под водой руки моет. Так и есть на самом деле. Вот то же самое у меня получается. Я когда дома готовлю, то есть я вообще люблю готовить, да, прям с детства. Я когда начинаю готовить, у меня всегда все чисто. То есть я этот поморал, я его помыл, руки помыл, там все это сделал. В отличие, допустим, от моей супруги, она это оставляет наконец. То есть я готовлю, то есть не видно, что я готовлю, чисто по запаху, можно так сказать. Ну и что то, что там на плитке у нас там готовится. Вот так. Так, далее мы добавляем сюда 300 грамм сахара. Так, у нас тоже взвешенное, я так понял, вот это, да? Это, да. Вот здесь нам надо просто его аккуратненько сюда переливаем и смотрим на весы, на значение. Так, 100. Так, 90. О, ровно, как в аптеке. Да. Далее мы добавляем ванилин. Ванилин мы добавляем для аромата и для вкуса. Для Да, вкуса. щепоточку, много не надо. Если мы добавим большое количество ванилина, у нас это много. Это очень много. Это щепотка. Еще меньше. Еще меньше. Да, вот. Вот так, да? Да. Вот столько, друзья. Если мы добавим слишком много, у нас будет горчить. Ванилин может горчить, да? Да. Далее мы это все отправляем на миксер перемешиваться. Далее отправляем на миксер сбиваться на 3 минутки. Вот эта вся наша масса, она поднимется и будет такая белая пышная масса. Это таймер, да?
Так, прошло 3 Так, минуты. да, у нас Обратите прошло- внимание, Алексей использует даже вот таймер специальный. Это для кухни, да? Такой? Да, это мы взяли в магазине для кондитеров, по-моему, или мы где-то. А, это специальный даже, да? Так, все, у нас, смотрите, масса получилась она такая легкая, воздушная. Далее мы добавляем нашу заранее подготовленную массу сметану с содой. Сюда же Так, полностью можно его еще выливаем. немножко перемешать, наверное, или не надо? Как бы уже. Так, сюда. И его полностью просто туда. Просто взять и еще по краям его все, потому что у нас она все заграммована. Так. Мгм. Вообще важен каждый грамм у нас, потому что все по граммовке, у нас вообще все идет в ход. Испытано на себе. Далее мы обнуляем наши весы и добавляем 105 грамм растительного масла. Вот здесь у нас дозатора нету, поэтому льем очень аккуратненько, потому что мы, если перельем, мы его отсюда уже достать не сможем. Да. В отличие, допустим, от сахара и еще там других сыпучих. 105. 105, да? Да, 105 грамм. Так, 90. О, 106. Ничего страшного, нормально. Плюс-минус 1 грамм. 106. В этом случае особой роли не играет. Так, далее, что мы делаем? Дальше мы опять же обнуляем наши весы и добавляем наш красный краситель специальный пищевой для того, чтобы у нас наш бисквит, вот здесь мы его открываем, чтобы у нас появился наш вот этот красный цвет. Красный цвет. Так, его- 18. Да, его прям можно прям активно А, держать. Ага. так. Так, ага. Далее мы сюда же добавляем 1,5 чайной ложечки какао. У нас какао идет для вкуса. Так, засыпаем. Ага. И вот эту всю нашу массу опять же отправляем в миксер. На миксер. Всё. Так, давайте попробуем. Его, да, ага. 2 минуты поставьте. Далее мы сюда добавляем разрыхлитель и муку, но перед этим мы должны обязательно включить нашу духовку, чтобы она прогревалась. Так, сейчас мы добавляем разрыхлитель. Хорошо, все ровно, шикарно. Далее мы добавляем муку. Муку мы делаем, добавляем 330 грамм. Можно прям сразу его туда засыпать, не полностью вот так, ну да. Вот Так. так. И руками себе помогать уже. 330 грамм. 200. Так, 330 надо, да? Далее мы размешиваем это аккуратненько сейчас рукой, для того, чтобы у нас, когда мы его включим на миксер, у нас сразу он начинает Вылетать разбрызгивать мука. Поэтому аккуратненько сейчас рукой перемешиваем до однородной массы. Смотрите, какой красивый цвет проступает. Чтобы ни один Теперь грамм. его заново берете как шпателем. Ага. Так и вниз. Да? И взяли и ударили. Что-то из строительства даже есть. Так. Все, перенесли. Давайте-ка нам, чтобы не испачкать. И ту же самую насадку. И мы включаем уже на среднюю скорость. Не на самую мощную, не на самую быструю, и ставим также на 2-3 минутки. То есть из 10 на 5 ставим, да? Да. Так, сейчас. Сколько минут? На 2 минуты пойдет. 2 минуты. Да? Вот так, да? Да. Так, время вышло. Так, все правильно. Снимаем. Также снимаем венчик, его отбиваем с краю, чтобы у нас... О, какой уже прямо консистенция. Очень вкусная. На вид. Ну, обратите внимание. какая. На весы поставили. Так, у нас здесь поменялось. Сейчас мы будем разливать наше готовое тесто по формочкам. Так, сейчас тут уже. Так, есть, наверное, какой-то способ, да, чтобы хорошо соскоблить все. Ребром лопаточки. Она как этот. Так. Ну, вообще, как я вошел, да, именно в кондитерство.
Я ложусь спать, моя супруга, она на кухне, а я ложился спать где-то в час ночи, наверное. Я встаю там в 6 утра, моя супруга до сих пор на кухне. И начал помогать потихонечку. Раньше мы делали медовики и протыкали его вилкой, чтобы он у нас уже не раздувался. Я начинал с этого, именно протыкал сначала вилочкой, потом я начал раскатывать, потом я начал что-то это резать, потом я начал пропитывать, и все, и понеслась. Все, затянуло. Да, затянул. Так, Здорово. теперь наше тесто отправляем в духовку. Которое уже разогрелось, да? Да. Так. На средний ярус и отправляем его на 25 минут. 25 минут. Мгм. Красный бархат. Сейчас мы его положили уже в духовку. Испытано на себе. Итак, ну, как мы видим, мы уже достали, соответственно, бисквит наш из духовки, остудили. И теперь вместе с Любовью уже переходим к оформлению тортика. Да. А сначала мы берем наш бисквит и будем его, вот видите, он неровненький, да, шапочка получается. Будем резать эту шапочку, чтобы у нас разрез торта был ровный. Для этого берем такой ножик специальный, зубчатый, и такие вот фиксаторы для ножика, чтобы у нас был ровный рез. Ага, вот так вот ставим. Так. И вот так начинаем немножко. Так, давайте вы в перчатке, наверное, поэтому. Ага, давайте. Так, вот так, ага, аккуратненько. Так, дайте-ка. Дайте Ну-ка, крышку. сейчас. Ага, вот. Вот так. И вот эту верхушку мы вот так вот убираем. Мы будем их пропитывать молоком. Ну, примерно грамм 50 на 2 бисквита расходуется. Так, ага. А мы вот берем молоко, можно вот так вот, и пропитываем полностью наш бисквит с помощью силиконовой кисточки. Вот так вот делаем. Сбоку, Со всех сзади, сторон. да, со всех сторон. Здесь то же самое. Так, давайте. Вот так вот. Вообще это, мне кажется, когда творишь на своей кухне, что-то готовишь, надо такое медитативное, да? Да, это как Занятие. как медитация уже ходишь. Разрядка. Да, все равно отдыхаешь. Ну, я думаю, дети вообще рады, да, когда Да, готовите. да, ну, тортики. да, для них это уже обыденно, они в А, любой, да? в любой момент могут забросить тортик. У них еще есть любимые начинки, да. Я вижу, что вы очень хорошо вообще пользуетесь. Есть потенциал стать кондитером. Потому что, я обучила более, 1500 людей, и, люди бывают разные, сразу вот видишь, у кого есть Испытано на себе. И теперь мы уже непосредственно приступаем к пропитке нашего тортика. Берем наш вот бисквитик, кладем посередине подложки. Давайте я покажу. Да. Обязательно нужно закрутить вот мешочек, чтобы удобно было, да? Вот так вот держим и начинаем вот крупным таким слоем идти вот так вот заполнять. По кругу. Ага, да, по кругу. Ну, как улиточка. Спиралькой, да? Как спиралька. Все делайте. Так. Так, сейчас вот это самое сложное. Волнительно, да? Так, Ага, вот так, да. Хорошо. и пошли сюда, Да, да. Так, чтобы ни одного места без крема не осталось. Так старался сделать спираль, а в конце просто положил. Ага, ну зато все Да. использовали. Хорошо. А, Ой. еще не все. Все. Так, теперь есть такой длинный кондитерский шпатель, такой, да, или спатула называется. Мы его держим вот так параллельно к тортику и начинаем вот так вот аккуратно выравнивать наш крем. И можно вот так крутить столик, чтобы было удобно. Всё. Так, поехали. И наша задача вот так ровненько сделать. Да, вот так.
То есть сразу сильно не давите, вот так Ну постепенно, да, да, лучше? да, аккуратно. Ага. Вот. Круто у вас получается. Теперь мы берем наш второй бисквит, вот так кладем такой стороной. И если, например, он немножко где-то неровный, вот так вот смотрим, Мгм. можно вот так вот Подпряжать, да? отрегулировать, да. Мгм. И вот так вот, давайте покажу. Придерживаем и снизу вверх начинаем наш крем вот так распределять, да, чтобы не было ни одного места без крема. Так, держим. И вот этот крем. Вот. Ой-ой-ой. Ничего, да? Или- Никто не поможет. Так, немножко так посложнее. Теперь приступаем к интересному. Это вот кондитерский шпатель. Можно, кстати, использовать и строительный шпатель. Ну, главное, чтобы он был не использован, Да. а новый. Да, подходит, да. Вот так вот мы его держим, ставим на поворотный столик, чтобы тут не было никакого расстояния. Даже если будет 1 миллиметр, то у нас тортик может получиться как балаган. А наша задача сделать такой белый ровный цилиндр, такой ровный и такой ровный, да. И между шпателем и тортиком у нас идет острый угол. Не такой вот, да, такой, и не сильно прижимаем вот стенкой, а именно вот этим краешком выравниваем. Так, поставили, немножко прижимаем и вот таким движением убираем излишки крема. Убрали и сюда вот Сняли. чистим. Да, Ага. сняли. У нас в итоге тут должно быть вот гладко. Ну, это мы сейчас делаем черновое покрытие. Да, все вот так вот поставили. Да, прижимаем. И плавным движением убираем. Так, а он должен здесь выставлен ровно, еще да? вот, давайте я скажу. Вот такими, если движением мы останавливаемся, да, тогда у нас полосочки остаются. Видите? Все. Лучше всего тогда вот делаем одно один действие оборот, делается. да, за одно действие вот так вот убираем. Так, то есть надо полный круг сделать, да, Да, сейчас? полный круг. Так, а это вот должно здесь стоять ровно, да? Да, вот так вот ровно. Нет, вот Ой. этим краем. М. Так надо. Не стенкой. И вот так вот плавно убираем. Убираем. Оп. Вот, ага. Все понял. И чистим. Да. Вот так по кругу. Ну все, один оборот у нас получился. Готово. Да, готов. И теперь вот эти излишки крема берем. Сюда вот. На верхней части. Да, мажем, чтобы у нас потом вот этот крем финишный не покрылся вот этими крошками. Ага. И вот так, такими движениями мы просто распределяем полностью. И вот эти можно Да, прихватить, да, да? можно. Так. Испытано на себе. Теперь я вам покажу, как это. Да, тоже самое вот так закручиваем, чтобы у нас крем отсюда не вытекал. И будем выравнивать тортик. Держим 90 градусов. И вот так вот, да. И как будто туда немножко давим крем. Вот, начинаем выдавливать. Надо, чтобы крем у нас полностью с подложкой соприкасался. И вот таким движением. Вот первый слой покажу. Давим. И вот крутим. И второй слой также делаем. Надо, чтобы тут между ними не было никакого расстояния тоже. Полностью вот так выдавливаем крем. И когда дойдем до этого края, да, немножко под углом можно тут. Тут 90 градусов. Так, самый ответственный. Да. Так, нажимаю и кручу, да? Да, немножко нажимаем тут. Вот. Круто. И таким ровненьким слоем поднимаем. Ой. Так, по спирали, да? Да, то же самое, как по спирали. Слой неоднородный.
то больше, то меньше ну получается. ничего, там с помощью шпателя все разровняем. Так, и захожу Ага, сюда уже. ну вот, когда вот немножко дырочки остались, А, то тоже Так это можно и отсюда мне попробовать. не видно. Да. Чуть-чуть. Так, Да, эти дырки. я что-то Попробуем. сверху на торт смотрел. Так. Оказывается, более-менее уже вот, равномерно, вот что я хочу сказать, в детстве у ребенка уже есть такой вот потенциал, Мгм. когда он любит чем-то заниматься, и вот это просто надо, оказывается, заметить и Развивать. всё равно, да, и все равно в будущем во взрослом возрасте Мгм. вот это вот может превратиться в любимое дело. Мгм. То, дорогие родители, да? Следите за детьми. вдруг. Да. Теперь самое тоже интересное будем уже выравнивать, да? То же Мгм. самое, шпатель также держим. Тут единственное, вот так не сразу касаемся, да, шпателя, а он Мгм. плавно вот так вот заходит Мгм. и плавно вот так выходит. Также вот убираем излишки крема, Мгм. пока не обращаем внимания на эти дырочки, мы потом их замажем. Наша задача, еще раз повторяю, сделать такой белый ровный цилиндр, а не как такой, да? Мгм. Чтобы ничего не просвечивало, все было аккуратненько. Хорошо. Мгм. Держим. Так. Ага, вот так поставили. Плавно заходит и плавно также выходит шпатель. Так, убираем. Но не останавливаемся. Ага. Точно. Если остановимся, просто там полоски будут. Ой. Все. Так. Все, один круг мы уже сделали. И теперь вот смотрим, тут немножечко неровности, дырочки есть. И мы просто берем наш такой длинный шпатель снова и замазываем. Мгм. Так вот, такими движениями. Потом еще раз пройдемся нашим шпателем. Мгм. То есть, как Да. бы, так, все, да, надо? Да, так аккуратно, ага, таким тоненьким слоем. Стараемся. Мгм. Очень даже хорошо получается с первого раза. Это здорово. Все, мне потом приду домой, скажут, ну что, научился? Увидят передачу, скажут, давай торт. Да, уже можно готовить. Я скажу, где наш шпатель? Ну, можно даже сделать и продавать тортики. Экспериментно. Тортики от Руслана Чирова. Да, явно закажут. Надо, чтобы тут был белый крем. Вот. Мгм. И ровно было. Мгм. Так. Ну всё. Испытано на себе. Теперь делаем шоколадные потеки. Для этого берем такую сухую чистую посуду, Мгм. ставим на весы и берем любой темный шоколад. Можно такой взять плиточный, а бывает еще специальный шоколад бельгийский, он тоже в специализированных магазинах продается. А, такой прям в пакетах, по-моему. Да, там как- кругляшочки. Ага. Ага. Ну, подходит любой темный шоколад. Мгм. Мгм. Без изюма, без орешков, обычный темный, не молочный, не Мгм. горький, да. А сюда мы кладем 38 грамм шоколада. Мгм. Так. Все по грамму. Нажимаем тара и добавляем молоко 2,5% жирности. Молока должно быть ровно в 2 раза меньше, чем шоколад. Если мы добавили 38 шоколада, то, соответственно, нужно 19 грамм молока. Мгм. 20 грамм не подойдет, 18 не подойдет, ровно А, да? 19 надо, да. Поэтому льем аккуратно. Так, 19 грамм. Да. Так, Но если чуть-чуть перельем, конечно, можно... это тот момент, ради чего я учился сегодня. Так, 19 грамм. Да. Если что, уберем, конечно, но аккуратно, да, смотрим. 17, Мгм. 18, еще. Капельку, да. Ну все. Тут... О. Ага, вот весы немножко. Мгм. Теперь еще добавить. Чуть-чуть можно. 17,5, наверное, Мгм. получилось, поэтому... Ой, ой, ой.
Ага, чуть-чуть. Так. Ну ничего, чуть сейчас вот. Вот было 19, вот. Да. Ну вот, весы немножко движутся, да? Мгм. Ну, в принципе, нормально. Да, видимо, ровно. Все Мгм. ровно. Мгм. Отлично. И теперь мы вот эту смесь мы растапливаем в микроволновке импульсами. Если сразу шоколад положить там сразу на 30 секунд в микроволновке, он сгорает. Ага, поэтому мы сначала греем на 15 секунд, достаем, немножко вот так размешиваем и далее на 10 секунд. Мгм, всё, Так, давайте. берите. Такие, да? Ага. И микроволновка. Микроволновка стоит на максимальной мощности. И вот так вот. Когда 5 останется, нажимаем Мгм. стоп. 15 секунд. Так. Просто, просто так вот делаем, Да, Мгм. вот так. Мгм. да? О, вкусный запах. Мгм. И теперь на 10 секунд. Так, на 10, да? Да, на 10. Так, снизу Ага. сбросить. Да, бросим и 10 Ровно 10. секунд. Да. Все, достаем. Так, открываем. И теперь берем немножечко сливочного масла, тут Мгм. буквально половина ложки чайной, и добавляем его сюда. Вот, и сюда можно перемешиваем. Так, да, размешиваем. Да, перемешиваем. Масло добавляется для того, чтобы у нас вот этот шоколад был более такой блестящий, не Мгм. матовый. Мгм. Мгм. Еще Ага, нормально, ага, да? Можно так с краев уже взять. да? Мгм. И у нас должна получиться вот такая масса. Когда берем ложку и вот так льем, Мгм. то струйкой льется шоколад, да? Мгм. Ага, а не плюхается. Мгм. Если, например, вдруг там весы где-то неправильно показали, да? Мгм. Если у вас получилась более густая масса, можно добавить капли молока, и тогда более жидкой станет. То есть сейчас, Да. сейчас нормально все? Сейчас нормально, да. Если, например, слишком жидкая получилась, можно поставить чуть-чуть в холодильник, чтобы тоже масса загустела. Мгм. Слишком жидкая не льем, и слишком густой тоже не льем. Такая вот, как тесто Мгм. для блинчиков, что-то в этом роде консистенция, да? Ага. Есть несколько способов, как залить вот эти шоколадные подтеки. Можно с помощью ложки так залили немножко, да, и так опустили по чуть-чуть. О, классно. Ага. Ну, лучше всего, конечно, лить на охлажденный тортик, да, тогда вот быстрее застынут подтеки. То есть это мы сейчас как бы снимаем, а в целом, когда мы закончили с кремом, желательно его Да, охладить, немножко поставить в холодильник, Мгм. чтобы крем немножко охладился, да. Мгм. И я сейчас буду обучать вас делать самые быстрые шоколадные подтеки. Это вот так вот. Льем сюда в серединку. С помощью нашего, опять же, длинного шпателя будем так вот опускать. Мгм. Сейчас тоже ответственный такой Так, момент. в Льем центр? центр, Просто да. лью? Да, полностью все. Все вливаем? Да, все. И Вот. ложкой еще вытаскиваем? Да. Так. Это очень быстрый способ. Все, в принципе. Так, вот это мы откладываем. Ага. Так, сейчас. Все? Ага. И вот берем наш длинный шпатель и вот такими движениями распределяем аккуратно шоколад. И вот этим краешком чуть-чуть, да, аккуратненько опускаем наши подтеки. Не сильно, вот резкими движениями, да? Вот так вот. Чуть-чуть аккуратно. Чуть-чуть. Ой. Ага. Держим также параллельно, когда вот распределяем, когда опускаем именно вот этим краем, как будто туда мы
Толкаем. Ага, да, толкаем чуть-чуть. Ой, это сложно. Вот. Мгм. Это вот дело опыта. Мгм. Вот это просто закрываем. Мгм. Знаете, как делать? Ага, вот так немножко аккуратно. Ну, Так, закрываем. Ага. не закрывается. Нормально. Ага. Дайте. Ага. Мгм. Ну, слишком много раз туда-сюда не делаем этим Ага. шпателем, потому что шоколад будет или неровным, или Мгм, матовым, да? мгм. Ага. И немножко вот так потрясти можно, чтобы разровнять, да, М. верхушку. И отправляем наш тортик в морозилку на 5 минут, чтобы шоколад немножко застыл перед оформлением. Мгм. Испытано на себе. Все, у нас шоколад уже немножко застыл. И теперь мы приступаем к украшению. Для этого будем использовать свежую ягоду, то есть это клубника. И Мгм. вот так вот по кругу аккуратненько кладем клубнички. Так, Тут уже по фантазии можно. а как рассчитать количество, чтобы Просто не вот, про... да, по очереди. Мгм. Так, вот так вот кладу, да? Ну вот так, обычно вот так кладем, чтобы. А, надрезом Мгм. вверх. Да, Мгм. так лучше смотрится. И вот это тоже так. Мгм. Так, рядышком. Да, друзья, но я правильно понимаю, что именно вот этот момент, он самый ответственный, потому что если на предыдущих этапах можно что-то Да, подправить. то а тут здесь уже большая ответственность. Так, Ягодами это самый простенький способ. Есть Мгм. куча способов. Как красить. вот. Так. Мгм. Кладем. А, нормально. Ну, Чуть-чуть. все нормально, да. Мгм. И можем для красоты добавить специальную кондитерскую посыпку. Мгм. Ну, это просто для красоты. Вот так берем и вот такими движениями немножко Чуть-чуть, так. да? Да, так. Чик-чик-чик-чик. Мгм. Вот так. По кругу. Мгм. Берем чуть-чуть. Ага. Да. Так. Посыпки тоже бывают разные формы. Это самые стандартные, круглые. Бывают там звездочки, сердечки. Мгм. И все. И сейчас финальный штрих у нас. Мы сделаем надпись на торте. Так, тоже очень интересно. Да, для этого мы берем такой вот кондитерский мешок и растопленный шоколад. Вот берем такой растопленный белый шоколад и будем делать надпись. Мгм. Делайте. Так, мы планировали в начале, когда сделать надпись «Испытано на себе», название нашей программы, но я сейчас смотрю на эту красоту и думаю, что мой почерк не должен портить этот прекрасный торт, поэтому, Любовь, Ага. наверное, вам это право Ага. предоставится написать Ага, название хорошо. нашей передачи. Мгм. Давайте. Так, берем. Так, а я буду садить. Да, белый шоколад и такими движениями пишем. Ну, как в школе пишем, ручкой. И тут тоже нужна практика. Да, там, наверное, и буквы надо по-другому писать, то есть, как бы свои, наверное, какие-то правила, да? И название нашего телеканала Да. как раз. Якутия 24 же, да? И 2 и 4 без пробела. Класс. Все, идеально. Супер. Испытано на себе. Ну что, друзья, очень красивый торт, и хотелось бы вообще сегодня много опыта получил такой, что хочется на выходных уже попробовать что-то и приготовить. Поэтому, Алексей, Любовь, вам огромное спасибо. Вашей семейной кондитерской Таптал хотелось бы пожелать развития, да, чтобы больше людей к вам приходило и, конечно, обучалось такому вот искусству. Потому что я, если бы мне сказали, Руслан, это ты сделал, практически 50%, да,
Я сказал, не может быть. Но сейчас на это смотрю, это все реально, это очень красиво и просто невероятные эмоции. Поэтому, друзья, готовьте себе вкусные тортики. Ну и, конечно же, еще раз огромное вам спасибо. Да, вам спасибо. Мы тоже благодарим вас, что выбрали нас и пришли обучаться. Я даже не думала, что в детстве, когда смотрела вот ваш клип, что я когда-нибудь буду обучать Руслана Чирова готовить торт. Это очень круто, у нас тоже невероятные эмоции. Спасибо большое, у вас есть огромный потенциал даже стать кондитером. Ну что, друзья, это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. До новых встреч, пока!